80-летнего члена ПИФ заключили в ШИЗО. Россия и Украина обвиняют друг друга в привлечении мигрантов на войну. Жительница Васильского района жалуется на пытки со стороны сотрудников МВД. 80-летний Зубайдулло Розык, осужденный к 25 годам колонии, активист партии Исламского возрождения Таджикистана, водворен в штрафной изолятор на 15 суток за нарушение режима содержания в тюрьме. Оппозиционер отбывает наказание в колонии строгого режима в городе Вагдад в пригороде Душанбе. Радио Зоды сообщает со ссылкой на одного из ответственных сотрудников Вагдадской колонии, что Зубайдулло Розык наказан за нарушение режима содержания в тюрьме. Он 4-й день находится в ШИЗО, сказал сотрудник колонии, однако отказался говорить о том, за какое именно нарушение заключенного поместили в штрафной изолятор. Родные Зубайдулло Розыка также не знают причину наказания. Хисомидин Зубайдулло, живущий за пределами Таджикистана, сын Зубайдулло Розык, говорит, что его семья не знает, что произошло в тюрьме, почему отца водворили в штрафной изолятор. По его словам, руководство колонии причину столь сурового для пожилого человека наказания не объясняет. Отношение надзирателя к Зубайдулло Розык и другим осужденным членам ПИФ резко ухудшилось после того, как они в открытом письме на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона заявили о своей невиновности и потребовали пересмотра своих дел. 80-летний Зубайдулло Розык был задержан осенью 2015 года наряду с другими членами руководства ПИФ, которых власти обвинили в соучастии в попытке военного переворота под руководством бывшего замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода. В 2016 году Розык был приговорен к 25 годам лишения свободы. Россия и Украина выражают озабоченность тем, что мигранты из стран Центральной Азии могут быть привлечены в качестве наемников для участия в войне между этими двумя странами, которая длится с 24 апреля 2022 года уже на протяжении 153 дней. Главное управление разведки Минобороны Украины 26 июля на своем веб-сайте сообщило, что Россия пытается набрать наемников из числа граждан стран Центральной Азии и заключенных. Российская Федерация активно разворачивается кампания под лозунгом «От каждого субъекта Федерации по батальону». В ее рамках Кремль обязал каждый из 85 российских регионов, включая Крым и Севастополь, сформировать и финансово простимулировать по одному новому батальону добровольцев для участия в войне против Украины. Правда, не все регионы готовы создавать подобные батальоны за счет местного населения. В частности, власти Москвы формируют так называемый мэровский пул, в который в основном набираются люди из других регионов и даже граждан стран Центральной Азии. Это Таджикистан, Кыргызстана и Узбекистана. Для их поощрения предлагается высокая зарплата и возможность получить гражданство Российской Федерации, говорится в сообщении Главного ведомства Украины по военной разведке. Аналогичную тревогу выразил и генеральный прокурор России Игорь Краснов во время своего визита в Таджикистан, состоявшегося 25-26 июля. По данным источников сайта ПАЙОМ, с обеих сторон воюют граждане Таджикистана или таджики, получившие гражданство этих стран. Точное количество неизвестно, но источники говорят о нескольких десятков в Украине и нескольких сотен в России. Ранее украинские военные сообщали об уничтожении полка их 201-й дивизии России, которая базируется в Таджикистане, где служит большое количество граждан Таджикистана. Жительница Васильского района утверждает, что она подверглась пыткам за то, что вошла в здание местного МВД с телефоном и попыталась записать на видео, как ее оскорбляли сотрудники милиции. Шарафа Салимова, жительница кишлака Пушийон-Пайон, рассказала, что ее продержали в отделении милиции 3 суток и отпустили после вмешательства прокурора 15 июля. В МВД подтвердили, что Салимова была вызвана для допроса по жалобе ее односельчанина, однако утверждают, что слова женщины о пытках не имеют никакого основания. Салимова говорит, что сотрудники МВД района ВС стали бить ее, когда она попыталась тайно снять на мобильный телефон их оскорбления и попытки заставить признать ее свою вину.
Хотела записать их недостойное поведение и в будущем, если меня снова вызовут, чтобы я могла доказать это. Они и раньше так обращались со мной, и на этот раз я хотела записать все на видео, рассказывает Салимова.